Глава Коми сегодня работает в Москве. В Совете Федерации у него прошла рабочая встреча с председателем Верхней палаты парламента России Валентиной Матвиенко. Владимир Уйба рассказал ей, как в Коми организована работа по поддержке семей мобилизованных. Как обстановка в республике, как справляетесь с санкциями, как работает промышленность, как с мобилизованными, в целом как настроение у людей? Начну с мобилизации. Мобилизация прошла в том объеме, который нам был обозначен, вовремя, в срок. Кто-то уже там, я уже ездил туда, с ним общался. Вы связь поддерживаете? Я туда прямо ездил к ним на передовую. Как настроение у ребят? Очень хорошее настроение, боевое. С семьями хорошее. Поддерживаете семьями контакт? За каждой семьей куратор. Паспорт составили на все семьи. Я же открыл еще свою горячую линию. Очень правильно. Кто в чем нуждается? Абсолютно по каждой. Тем более у меня же сельская, очень много из сельской местности ушли, вплоть до того, что дрова не успел заготовить, кормилец, как они говорят, мобилизованный. Значит, мы дрова эти пилим, колем, привозим, складываем. И куратор еженедельно дает отчет по каждой семье. То есть все это у меня идет в Минтруда соцзащиту. Зашла речь и о дополнительном финансировании строительства инфекционной больницы в столице Коми. Валентина Матвиенко поддержала руководство республики в решении выйти на правительство России и лично президента с тем, чтобы получить дополнительные средства из резерва. Второй проект, который сегодня также требуется финансирования со стороны Кремля, это перинатальный центр. По нему, к слову, уже есть поручение президента. Регион подготовил земельный участок в районе больничного городка. Сейчас идет работа над проектом. Валентина Матвиенко заверила, что от ее имени будет обращение к правительству с просьбой заложить дополнительное финансирование.